Вообще свою деятельность я начала с того, что стала опрашивать стариков. Мне было очень интересно, что было в старину, как люди раньше жили. Вот эти люди что-то создавали постоянно своими руками. То есть они были созидателями. Если мужчины или кто-то, или жрецы когда-то рисовали на башнях символы, женщины уже в эстетичной форме, в криволинейных формах, очень красиво пытались те же мысли изобразить на своих коврах. Меня зовут Танзила Дзаурова, я возрождаю ингушское ковроделие. Эти ковры были чем-то сакральным, чем-то теплым, несущим в себе положительную энергетику, с которыми они не могли расстаться даже в голодные годы депортации. Есть, к примеру, скетчбук начала 20-х годов, принадлежащий одному из первых ингушских художников, Газимагомеду Даурбекову, где он под несколькими коврами привел интересные записи со слов мастеров, где они явно понимают, о чем говорит тот или иной орнамент. Например, ковер из моего родового селения Салги подписан вот так, следующим образом. «Хунберкат мы ишелт яха маамдо гарчо», «Да не иссякнет благодать леса». Учитывая, как я просто на каком-то генетическом уровне, как человек, просто люблю лес, я лесной человек, я поняла, что, значит, лес ценили и мои предки. Они жили за счет того, что давал лес. Очень интересный орнамент мы взяли в качестве символа, в качестве эмблемы Дзурдзуки, историко-географического общества Ингушетии. И он символизирует мольбу. Это жрец, который просит о прошлом и о будущем. Один из ковров предупреждает о том, что в лесу вокруг села затаился враг. То есть это ковер-письмо, которое, видимо, пересылали в случае опасности. Были ковры, которые предупреждали, например, тех же самых абреков, могут они спуститься в село, чтобы поесть и переночевать, или не могут. Ковры предупреждения, ковры сообщений, ковры письма. Некогда была мастер, девушка-мастерица, ее, говорят, похитили. Похитили, продали в рабство, и новые хозяева, когда узнали, что она умеет валять, очень обрадовались. Войлочные ковры все-таки очень высоко ценились. Она валяла, они увозили эти ковры на рынок и продавали, пока братья ее не наткнулись на эти ковры, по которому они поняли, узнали почерк своей сестры, узнали о том, даже по ковру, по орнаменту, сколько человек ее охраняет. Потом проследили за теми, кто продавал эти ковры, и вызвали свою сестру из плена. В горах очень ценилась тушинская овца, поскольку у нее очень длинное руно. И использовали в основном ее шерсть. Шерсть состригали, чистили, мыли ее, сушили, начинали расчесывать с помощью специальных гребней. Далее выкладывали ее в несколько слоев. И сейчас мы делаем мыльный горячий раствор, а в прошлом это была горячая сыворотка, которая тоже помогает фетру образоваться. Образуется очень твердое, такое довольно плотное полотно из шерсти, из войл. Были ковры до 7 цветов иногда. Мы даже нашли ковер, который был 8-цветным. Это вы представляете, значит, надо было свалять 8 полотен. Мы начали собирать эти орнаменты, поняли, что их колоссальное количество различных, и каждый из них не случайен. Каждая форма, фактура, завитушка, она не случайна. Она несет в себе философию, несет в себе пожелание, несет в себе какую-то мысль глубокую. А сегодня что мы делаем? Сегодня мы пользуемся тем, что нам предоставляет рынок. Все это заглохло, дети не переняли, внуки не переняли. Мы вознамерились все-таки возродить это ковроделие, и у нас это, к счастью, получилось. Мы выиграли грант Фонда президентских грантов и конкурс Фонда президентских грантов, и начали работу. В первый же год мы подготовили около 50 мастеров, а далее эти мастера уже и сами, и мы еще дополнительно подготовили около 200 человек, то есть научили валять. Один из орнаментальных мотивов наших ковров мы воссоздали благодаря вот этой старой фотографии. Это семья Дударовых, фотография середины 20 века. Они здесь фотографировались на фоне своего семейного ковра. К сожалению, ковер куда-то пропал, и этот орнамент совершенно исчез, если бы не вот этот фрагмент старинной фотографии, по которому мы воссоздали уже современный ковер и включили его в коллекцию орнаментальных
орнаментальных мотивов. Мы открыли свою студию, мы открыли свою мастерскую, начали участвовать в фестивалях, развивать свои техники. То есть не только традиционные техники, мы начали уже усовершенствовать техники валяния ковров, коллаборацию. То есть это могут быть и старинные орнаменты, и современные. Использовать петроглифы при валянии. Хотя петроглифы, например, наносились в основном только на каменные сооружения, памятники горной Ингушетии. Но дело в том, что они связаны. Все эти орнаменты, старинные предметы, которые находят на территории Ингушетии, да, например, второго тысячелетия до новой эры, это могут быть бронзовые предметы, меди, они все перекликаются между собой. Наша ассоциация мастеров булочного ковроделия, которая называется «Истинг», что означает «женщины», реализует теперь новый проект. Параллельно с коврами при помощи финансирования фонда президентских грантов мы теперь возрождаем еще и золотошвейное мастерство, и наши орнаменты будут жить, исполненные золотом и серебром, на предметах, современных предметах одежды тоже. Когда я была маленькая и видела у бабушки ковры, которые она изготовила своими руками из шерсти, однажды я у бабушки попросила научить меня валять, уже когда я была взрослая, а бабушка уже была довольно старая, ей было 98 лет на тот момент, и попросила ее все-таки показать нам процесс валяния, технологию валяния. Но бабушка скептически к этому отнеслась. Во-первых, она сказала, что физически не сможет это выполнить. Когда же я предложила, что мы будем выполнять под ее руководством, она ответила, что таких женщин сейчас не существует. Вот то были в ее время настоящие женщины. И бабушка, к сожалению, не дожила до того момента, когда мы все-таки научились валять и научили очень много людей еще, то есть подготовили очень много мастеров, в том числе и детей. И вот так хотелось, чтобы все-таки бабушка увидела, все-таки настоящие женщины до сих пор существуют.